Бага эфирге күнүтү мүктүр информационное берение Кирегыт, студияга Надежда Саханская, Юлия Итюекигенен. Что в переводе означает: вы смотрите информационную программу «Итоги дня». В студии работает Надежда Саханская. Добрый вечер. Коротко о темах этого выпуска. Каждый язык вносит уникальный вклад в духовное наследие человечества. Сегодня отмечается День родного языка и письменности. В Нерюнгринском районе завершились традиционные ежегодные отчеты правительства республики под председательством Кирилла Бычкова. Расскажем подробности. Современные станки, термоклей и тонны бумаги – так сегодня выглядит книгопроизводство. Но даже в эпоху высоких технологий ключевая роль остается за человеком. Якутск готовится ко всероссийскому фестивалю джаза. Фестиваль объединит лучших джазменов страны и подарит редкий формат. В Якутске стартовал региональный этап спартакиады школьников «Серебряный мяч» по волейболу. В этом году турнир объединил порядка 300 юных спортсменов со всей республики. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Координационном центре правительства призвал губернаторов всех регионов обеспечить доступность яслей. За последние 5 лет создано свыше 266 тысяч дополнительных мест для малышей, но важно и впредь при строительстве новых детсадов предусматривать ясельные группы по запросам граждан. Инициатива направлена на то, чтобы женщины могли быстрее возвращаться к работе, не теряя квалификацию. Такое поручение ранее дал президент Владимир Путин. Автозимник на Ленские столбы Батамайло-Быджа официально открыли в республике. Протяженность сезонной дороги 3 километра, грузоподъемность до 10 тонн. Для удобства посетителей на территории национального парка уже расчищена просторная парковка, а также подготовлены места под кафе и уютные мангальные зоны. Кроме того, в ближайшее время будет анонсировано официальное открытие зимнего туристического сезона. На еженедельном штабе на уровне первого зампреда правительства Дмитрия Садовникова продолжается контроль за ходом строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Из 18 еще не введенных домов были рассмотрены прогресс 11 объектов. Готовность большинства из них составляет около 90%. Тем не менее, есть отставание от графика, а вместе с тем и перенос дат сдачи жилья. Дмитрий Садовников выступил с критикой подрядных организаций в связи с нарушением сроков ввода домов и поставил задачу ускорить темпы работы, чтобы сдать объекты в ближайшее время. Сегодня рассмотрели 11 домов в 8 муниципальных районах. К сожалению, у нас сдвиги по срокам 18 объектов, но сегодня сообщили, что один дом введен в эксплуатацию сегодня. Дмитрием Дмитриевичем поручено сдвигать сроки влево. Надеемся, что к концу марта, в конце первого квартала этого года объекты будут введены. В Нерюнгринском районе завершились традиционные ежегодные отчеты правительства республики под председательством Кирилла Бычкова. В течение 2 дней отчеты состоялись во всех поселениях района, а также в промышленных предприятиях. Цикл завершила встреча с населением города Нерюнгри. Ключевые темы, интересующие работников промышленных предприятий Нерюнгринского района, это работа жилищно-коммунального хозяйства, состояние автомобильных дорог, переселение из аварийного жилья. Активно поднималась тема субсидированных билетов. В этом направлении планируется обсуждение с авиакомпаниями, расширение маршрутной сети и добавление новых слотов, чтобы увеличить количество доступных билетов и сделать перелеты удобнее. Благодаря национальным проектам, которые были президентом объявлены, и с 2019 года их реализация в полной мере решила огромное количество вопросов. Это и социальный объект, обеспеченность школами, детскими садами. Это и как раз медицина. Много было сделано обновлений. Это и дорожное строительство. Это и самое главное программа переселения, о которой сегодня мы тоже много говорим. Основной акцент на встречах с населением делается на режим вопрос-ответ. На итоговом отчете прозвучали вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов, о получении дальневосточной ипотеки. Статус поселковых сегодня муниципальных образований поселков, они не дают возможности получить эту ипотеку. Граждане приходят, делают заявки, и им объясняют, что в этом направлении, к сожалению, нет возможности получить данную ипотеку. Пока вариант использования только на первичном рынке. Потому что государственная политика реализации льготных ипотечных продуктов в первую очередь нацелена на развитие жилищного строительства на территории Дальнего Востока.
Но вместе с тем, Виктор Ильич, вот прямой эфир, когда Владимир Владимирович Лукулин обращается с этим вопросом, на самом деле, и он конкретно сказал, что по Дальнему Востоку, в принципе, уважаемые коллеги, наверное, есть смысл рассмотреть и распространять дальневосточную ипотеку и на вторичном имуществе. Поэтому надо, наверное, немножко подождать. Пока решения нет, но я думаю, что вот, тот посыл, который президент направил определенным ведомствам, он должен сработать. Прозвучало и много пожеланий и предложений от населения. Например, о создании Дома дружбы народов в районе, строительстве нового жилья, подключении системы оповещения в общественном транспорте. Поднятые вопросы и предложения на отчетах – это ориентиры для дальнейшей работы органов исполнительной власти. Республиканские власти, безусловно, в тесном сотрудничестве с районной администрацией и с городской администрацией будет продолжаться. Мы научились многие сложные вопросы решать сообща. Действительно рассчитываем на то, что новые программы, в том числе в рамках указа главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева по развитию социально-экономического развития Нерюнгринского района в ближайшие годы, и, надеюсь, это покажут последующие отчеты правительства, будут продолжаться и будут успешно выполнять требования и просьбы наших жителей. По итогам встреч часть вопросов была решена на месте, по ряду обращений даны поручения профильным министерствам и ведомствам. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В День родного языка и письменности Якутии по всей республике стартовала тематическая декада, открытие которой прошло в Государственном театре оперы и балета. В ее программу вошли выставки, интеллектуальные игры, знакомство с народным фольклором и литературой как на якутском, так и на языках коренных малочисленных народов Севера. Как отмечает глава республики, сохранение и развитие якутского языка в регионе – один из главных приоритетов. В рамках этого действуют государственные программы, проходящие в учебных заведениях, а также финансирующая деятельность и мероприятия. Новые мультфильмы, каналы, книги, научные работы и многое другое. Перед нами стоит задача, используя потенциал искусственного интеллекта, создавать условия для дальнейшего развития родных языков. Мы искусственный интеллект и интернет должны рассматривать не как угрозу, а как потенциал, как возможность для дальнейшего сохранения родных языков. И я думаю, что такая задача перед нами стоит, и в 2026 году мы перед Национальной библиотекой, которая имеет огромный опыт и потенциал по работе с цифровым контентом, перед другими организациями по использованию искусственного интеллекта. Детский сад «Мечер» направлен на воспитание, обучение детей на родном языке. Сейчас в детском саду более 250 воспитанников по 9 группам. Сегодня в честь Дня родного языка и письменности воспитатели организовали увлекательную программу для родителей и детей. Педагоги провели настольные национальные игры. Методом авторских игр на родном языке развивали речь, сообразительность, логику. Помимо этого, воспитатели выпускают пособия, направленные на воспитание детей на родном языке. Наш детский сад «Мечер» находится в центре города. Он является национальным. Воспитание и обучение проводится на родном якутском языке. Очень отрадно, что ДК Кулаковского давно с нами сотрудничает. И сегодня вот тоже пригласили, специально создали для нас тюсюльге, где мы пригласили наших родителей города Якутска, чтобы познакомить с игрушками, с авторскими наших педагогов, с пособиями, чтобы помочь как-то, может быть, семье еще больше узнавать, воспитывать на своем родном языке. Глава Якутии представил опыт цифровой капитализации республики на Международном конгрессе госуправления. Мероприятие проходит в Москве в стенах университета РАНХИКС. Какие результаты принесла республике креативная экономика? Подробности далее. Стратегическая сессия «Цифровой капитал региона». Губернаторы и эксперты вместе обсудили управление инвестиционной и туристической привлекательностью региона в сети. С удовольствием представляю Арсена Николаева, главу Республики Саха-Якутия. В своем докладе глава Якутии представил, как культурное и природное наследие региона становятся драйверами экономики и напомнил, еще в 2018 году республика взяла курс на креативные индустрии. Сегодня это приносит ощутимые результаты. Символ перемен – якутское кино. За 5 лет у нас уже 280 наград разных фестивалей. В прошлом году у нас рекорд по кассовым сборам, в кинотеатрах только 280 миллионов рублей. А вот кинофильм Диодорова «Против течения» – это вообще самый прибыльный фильм по соотношению вложенных средств и получено. 6 миллионов ребята вложили, 48 получили. Так, это вот официально то, что через кинотеатры пришло.
Настоящим прорывом стал выход фильма на Кинопоиске. Он вошел в топ-100 и собрал более 160 тысяч оценок. Это подтверждает, цифровые платформы открывают путь на глобальный рынок. Ключевым элементом цифровой капитализации региона является именно создание экосистемы креативных индустрий. В Якутске работают «Квартал труда», IT-парк, опора экосистемы корпорация развития республики, при которой создается продюсерский центр для продвижения цифровых проектов на внешние рынки. В 2026 году республика учреждает фонд кино и анимации Якутии с финансированием до 10 фильмов в год. Сейчас, когда уже начинаем строить дальневосточный кинопавильон, мы сейчас понимаем, что нам нужны подготовленные специалисты, которые способны обеспечить операционное превосходство, загрузку мощностей этого мощного кинопавильона, который строится по прямому поручению президента. Только по минимальным расчетам нам нужно будет 100 таких достаточно высокопрофессиональных специалистов. Кадры готовят внутри региона на базе Арктического госуниверситета искусств и креативных индустрий. ВУЗ станет центром подготовки продюсеров и специалистов по маркетингу, дистрибуции и искусственному интеллекту. Якутия намерена и дальше развивать креативные индустрии, создавая продукты мирового уровня. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Современные станки, термоклей и тонны бумаги – так сегодня выглядит производство книг. Но даже в мире высоких технологий главным звеном остается человек. Об истории такого человека труда расскажем в следующем сюжете. Уверенными движениями рабочие управляются с большим потоком на линии. Еще бы здесь, в типографии имени Гагарина, Алексей Максименко трудится почти половину жизни. За 20 лет он прошел большой путь – от ученика до мастера переплетного цеха. Я увидел объявление в 2005 году в газете, что требуются ученики машинистов. Тогда еще был Сахаполиграфиздат, типография называлась. Ну и по истечению срока я пришел устроиться, и меня провели по цеху. Самое первое, что меня поразило, это объем книжной продукции и объемы оборудования. Сейчас Алексея едва ли можно чем-то удивить, ведь на его глазах весь процесс изготовления книг стал менее ручным и куда более технологичным. Мужчина знает каждое устройство как свои 5 пальцев. Эта машина, она делает обечайки, то есть упаковку. Она ее фальцует и склеивает. Вложится полуфабрикат, уже пробегованные листы, и тут он термоклеем проклеивает, и выходит уже готовая обечайка. И с каждым годом тяга к знаниям только растет, признается рабочий. Алексей с радостью делится опытом с коллегами. Коллектив в цехе небольшой, 12 человек, поэтому уметь работать на всех машинах – необходимость. Конечно, он очень такой хваткий, очень воспитанный. В то время, когда он пришел. Конечно, вот уже многие, около 20 лет вместе работаем, да, он очень способный. Прямо на ходу, вот и здесь вырос. Сейчас я могу смело сказать, что моя правая рука. В типографии опытный мастер не только вырос в профессиональном плане, но еще и нашел вторую половинку. Его супруга Светлана по счастливому совпадению пришла работать на производство в том же 2005 году. Судьба не иначе. Наверное, да. Судьба, думаю. За 20 лет стены типографии стали родными. Алексей Максименко надеется, что и последние трудовые будни он проведет в окружении знакомых машин и станков. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Школа номер 1 Мирнинского района распахнула двери для особого события – открытия парты героя. Это не просто учебный стол, а дань памяти 2 выпускникам, чьи жизни оборвались при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На этой парте портреты героев, краткие, но емкие биографии, рассказ о подвигах, которые навсегда останутся в сердцах и памяти. Новая инициатива школы не ограничивается партой героев. В стенах учебного заведения появились и информационные стенды «Якутяне, герои СВО» и выпускники школы, участники специальной военной операции. Эти стенды – еще один шаг к формированию молодого поколения глубокого понимания гражданственности и патриотизма. Конечно же, все, что мы
подготовили, будет использовано на уроках истории, на классных часах, на мероприятиях по патриотическому воспитанию, потому что теперь эта экспозиция является частью нашего школьного музея. У нас нет отдельного помещения для школьного музея, но это тоже часть нашего школьного музейного пространства, и старшеклассники у нас будут проводить экскурсии для учащихся школы и будут рассказывать о событиях специальной военной операции и о тех людях, которыми мы, конечно же, по праву гордимся. Презентация нового методического сборника для организаторов волонтерской деятельности состоялась в столице республики. Издание состоит из 5 разделов, освещающих в том числе региональные особенности добровольчества и нормативно-правовые основы. Подробнее о работе над сборником и о том, как выглядит социальный портрет волонтера, узнаем у Анастасии Пуляевой. Человек средних лет, который готов прийти на помощь в трудную минуту и в чрезвычайных ситуациях. Именно так выглядит социологический портрет волонтера в нашей республике. Это, как и многие другие аспекты, отражено в сборнике методических рекомендаций по работе организатора добровольческой деятельности. В целом добровольчество у нас направлено на повышение, сохранение духовно-нравственных ценностей нашей страны, на воспитание патриотизма, гражданственности, солидарности. И вот как раз этот сборник именно написан таким образом, чтобы для организаторов добровольчества было легко алгоритмами понимать, на какое направление двигаться, каким образом действовать, чтобы достигать успехов и добиваться поставленных целей. 137 страниц издания включают в себя 5 разделов, где информация структурирована в формате «от» и «до». Это основные понятия определения, нормативно-правовые акты, этапы создания добровольческой организации и основы работы на платформе добро.ру. Но это необходимо. Мы же учимся в примерах. Без примера, которые здесь отражены. И всегда бывает, что это молодые люди могут не все посмотреть со всей стороны даже нормативную базу, которая там отражены. А там работали ученые. Информация из сборника основана на социологическом исследовании, затрагивающем все аспекты волонтерства, от истории его появления в нашей республике до мотивов добровольцев. В числе результатов лидировала внутренняя мотивация и желание помогать другим. Никуля Романова, например, уже 4 года занимается общественной деятельностью и отмечает прирост интереса молодежи к этой сфере. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие, презентация этого сборника будет таким большим толчком в сфере развития волонтерской деятельности, потому что уже будет основа, база, на что можно опираться, чтобы проводить мероприятия. Вот так. Волонтеры республики ежедневно занимаются социальной, экологической, медицинской и культурной помощью. Немаловажным является и сбор гуманитарной помощи для участников СВО и членов их семей. За прошлый год волонтерское движение у нас собрало более 135 тонн груза гуманитарной помощи, отправила нашим бойцам на передовой, более 5000 адресных посылок. Подготовкой материалов для сборника занимались специалисты молодежного центра «Патриот» при поддержке платформы «Росмолодежь Добро» и нацпроекта «Молодежь и дети». Тираж нового методического сборника составляет 1000 экземпляров, 300 из которых уже переданы в фонд Национальной библиотеки Якутии. Анастасия Пуляева, Нюргун Старостин, Якутск. Якутск примет Всероссийский фестиваль джаза. Он объединит исполнителей из разных регионов страны. Площадкой события станет Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых. «Жемчужный вечер» объявлено выступление сборной джаза Дальнего Востока, объединившей ведущих музыкантов из Хабаровска, Владивостока, Петербурга и Якутска. В программе фестиваля мастер-классы, музыкальная импровизация, премьера авторских композиций и гала-концерт с джазовой классикой и отечественными стандартами. В первую очередь, это, конечно, экспортный потенциал, имеет большой джаз якутский. Мы в 2024 году совместно с Валентиной Романовой Ческырой записали альбом этно-джазовый в Петербурге и успешно дали гастроли, успешно выступали на разных международных фестивалях этно. То есть это экспортный потенциал в первую очередь. И во вторую очередь, конечно, это развитие вообще джазового искусства внутри у нас здесь, и которое современную музыку тоже будет
продвигать, так скажем. В Якутии стартовал региональный этап спартакиады школьников «Серебряный мяч» по волейболу. Игры среди юношей проходят в Тулагино, где за победу борются 15 команд. А вот встречи девушек в ДЮСШ номер 2 на площадке сильнейшие команды районов. Наша съемочная группа побывала на волейбольных баталиях. На площадке команды Горного и Верхневилюйского районов с первой партии борьба получилась напряженной. Верхневилюйские спортсменки захватили инициативу и разгромили своих соперниц со счетом 25-8. Вторая партия прошла в равной борьбе. Длинные розыгрыши, аккуратная игра в защите. Соперницы шли мяч в мяч, но в решающие минуты волейболистки Верхневилюйского района сыграли собраннее. В итоге уверенная победа. У нас все было хорошо. Нам помог командный дух. Мы не отчаивались и играли до конца. Мы не впервые приехали, но некоторые из нашей команды, да, впервые. Мы хорошо играли. Некоторые девочки, у них есть мандраж, но я их успокоила. Для команды Горного района эта встреча тоже была принципиальной. Волейболистки работали в защите, тренер подсказывал после каждого розыгрыша. Но в концовках партии немного не хватило точности и, возможно, опыта. Мы немножко не доработали, но в следующий раз лучше. Очень сильные нападения, прям в аут они летят, но это был не аут, и мы не можем взять. С Верхневилюйска девочка одна, она очень сильно ударяет, прям в руки, которые невозможно практически взять, но пытаемся, вот. Региональный этап спартакиады школьников «Серебряный мяч» по волейболу в этом году проходит сразу в финальном формате, без предварительных игр. Именно эти матчи станут определяющими в общем зачете. В каждом районе тренера, учителя физкультуры сейчас очень сильно стараются показать свое мастерство. В том году среди юношей, когда мы проводили, первое место делили между собой. Первое место – это Тата и 33-я школа города Якутска. Вообще уровень волейбола, он вырос. Даже юноши, которые это Тата, Усть-Алдан, Амга, они показывают очень хороший волейбол. Так же, как и девушки. Всего в турнире участвуют около 300 школьников со всей Якутии. Среди девушек порядка 120 спортсменок из 14 районов республики. Кто станет обладателем серебряного мяча в этом году, покажут ближайшие игры. Но уже сейчас ясно – победит сильнейший. Даяна Федорова, Джулустан Накентьев, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.